Термин «авангард» возник от французского обозначения, переводящегося как «передовой отряд». Как явление, авангард появился во всех сферах искусства примерно в начале XX века. Это целая система проникающих друг в друга стилей, концепций, теорий, языков и школ. В изобразительном искусстве авангард – это эксперимент с концепцией, цветом, формой, призванное видоизменять, а порой попросту стирать устоявшиеся формы. Авангардное искусство воздействует в первую очередь на эмоции зрителя, иносказательно и оригинально. Выставка «Сухумский авангард», как отметила руководитель ЦВЗ Эльвира Арсалия, это исследование культурного феномена, связанного с жизнью художников Абхазии в 70-80-х годах прошлого столетия. Период 80-х, 70-х годов в Абхазии, он очень интересный и в общественной жизни, когда прошли вот изменения большие, да, они, несомненно, повлияли и на культурную жизнь. Выставка о особо духе свободы творчества, который был в Сухуме в 80-е годы. Открывшаяся выставка – лишь часть общей исторической мозаики, созданной проектом «Диалог культур», в рамках которого уже были проведены консервационные работы Сухумской крепости и организована выставка. В рамках проекта также будет показан документальный фильм и проведена открытая лекция художника Адгура Дзидзария. По словам автора проекта Батала Кабахия, данная выставка рассказывает об особой творческой атмосфере Сухума в позднесоветский период и о группе художников, напрямую на нее повлиявших. Дело в том, что вот эти художники, помимо того, что они были как бы люди обособлены, как не очень принимаемые официально там институтами, занимавшиеся искусством, к ним потом присоединялись или они к поэтам, писателям, ученые, молодые. Мы ездили в Пицунду на семинаре. Мы были в марте там, когда началось, вот в Лыхнах собирались в 1987 году. Мы все поехали туда. Это было время формирования различных идей. Вот художники этого направления внесли свою лепту. Композиция представлена работами Адгура Дзидзария, Виссариона Цвижба, Александра Семенцова, Евгения Котлярова, Сергея Сангалова, Алексея Шервашидзе, Александра Баяджана, Валерия Аркания и Леварсы Будба. Каждая из выставленных работ оригинальна, аутентична, полна красок. Художники, чьи работы вошли в композицию, творили и творят не просто разнообразно, вне рамок, ограничений, свободно и живо. Это вот творилось именно как внутренние позывы, такие позыв души, позыв, это вот, как сказать, художник, который пытался все-таки пробиться и выразиться. Это роль искусства. Оно все время пытается выйти за рамки. И когда предлагается вот творить вот в этих указанных рамках, это претит, как сказать, натуре художника. Адгур Дзидзария также рассказал о своих работах, представленных на выставке. Здесь это такой разнобой, это случайно какие-то уцелевшие, это вот пробы были афорта, там, например, вот эти верхние, это времен, ну, я как бы какие-то задачи ставил. Вот это афорт, который я сделал из 2 досок, это двухцветный. Где-то я пробовал технику сериграфии, единственный опыт сериграфии, здесь из 3 рам, 3 цвета здесь. Это тоже своя техника, ну, вот такие пробы. Ну, вот это тоже один из очень ранних афортов. Но я его расцветил акварелью недавно. Выставка доступна для посещения до 4 августа. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.